Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители. Мы продолжаем наши занятия по методу великого советского ученого Геннадия Шичко, позволяющие людям отказаться от отравляющих человеческий организм наркотических веществ и таким образом обрести благополучие и счастье семьи, быть успешным в жизни. Меня зовут Юрий Жегусов, я социолог, я кандидат наук, провожу научные исследования самых темных сторон жизни общества. Буквально этим я занимаюсь в течение 20 лет, изучаю самые острые проблемы, такие как криминализация, алкоголизация, наркотизация и другие негативные стороны общества. В прошлом занятии мы достаточно подробно рассмотрели, как потребление алкоголя разрушает самый главный общественный институт – семью. О том, как алкоголизация ухудшает ситуацию на брачном рынке, главной причиной которого является сверхсмертность мужчин. Как алкоголь ухудшает качество человеческого материала мужчин, и из-за этого много женщин остаются одинокими без брачного партнера. Также мы говорили, как семейная алкоголизация и последующие за ними семейные разводы пагубно влияют на детей, оставляя в их душе глубокую психологическую травму. А сегодня мы подробно поговорим о понятии трезвость. Трезвость это понятно, но я хотел бы объяснить это с научной точки зрения, с точки зрения социологии и социальной превентологии. Также мы сегодня рассмотрим 4 вида трезвости. Потом мы посмотрим, как алкоголь использует оружие. Приведем примеры из истории и посмотрим из нашей истории примеры. Две волны алкоголизации. У нас в истории России, новейшей истории, произошли две очень большие так называемые волны алкоголизации во время Советского Союза и постсоветский период, когда после распада СССР началась самая такая разрушительная алкоголизация. Можно, конечно, бесконечно приводить примеры жизни, как алкоголь приводит к бедам, семейным трагедиям, разрушению общества. Цель лекторов трезвости, которые работают по методу Шичко, заключается, чтобы принести пользу обществу, чтобы как много больше людей поняли вред алкоголя и других наркотических веществ и тем самым оградили себя от разного рода бед, трагедий. Рассмотрим трезвость с научной точки зрения. Вообще некоторые считают, что часто спрашивают, можно ли вообще потреблять алкоголь культурно, умеренно, не доходя до алкоголизма. У нас в России есть такой очень известный российский нарколог, зовут его Александр Немцов. Он провел такое большое исследование, сделал большую базу данных алкозависимых и потребляющих и пришел к выводу, что грани между культурным потреблением и пьянством, алкоголизмом вообще нету. Нет такой грани. Можно рассмотреть вообще культурное питье это как первая ступень перехода к некультурному потреблению. То есть вообще невозможно определить, когда начинается алкогольная зависимость. Так что лучше вообще не начинать культурно потреблять, потому что человек не замечает, как становится алкоголиком. Проще говоря, трезвость, это
естественное состояние человека – это ясный ум, свобода от иллюзий и обмана, способность адекватно воспринимать мир и рационально действовать. А трезвость – это полный отказ от потребления алкоголя, других наркотиков, позволяет человеку обрести успех, избежать негативных последствий. Но, к сожалению, нужно признать, что достаточно распространено мнение, что вытеснение алкоголя из жизни народа, это особенно распространено среди наших властей, да? Вытеснение алкоголя из жизни народа и всеобщее отрезвление представляет собой невыполнимую задачу. То есть невозможно отрезвить народ. Да? Народ всегда, по их мнению, нуждается в алкоголе. Десятки лет целенаправленного вовлечения широких масс населения в бытовое пьянство, которое охватило несколько поколений советских и российских граждан, дали свои уродливые плоды. Несмотря на некоторые позитивные сдвиги в отношении потребления, до сих пор трезвость в России воспринимается как девиация, то есть отклонение, чем норма. Да? Потому что в России очень сильная алкоголизация и распространение этого отклонения привело к тому, что это стало почти нормой. Да? Массовая алкоголизация к чему привела? Она породила особую алкогольную субкультуру. Что такое алкогольная субкультура? Это комплекс норм, ценностей, обычаев и практик, оправдывающих и обосновывающих безвредность и пользу потребления алкоголя, а также осуждающие любые проявления отказа и воздержания от спиртного, то есть трезвости. Да? Алкогольная субкультура всегда отрицает трезвость, да? Противопоставляет. Со стороны носителя алкогольной субкультуры непьющие люди часто подвергаются остракизму, да, они там обзываются там по-всякому разному, там трезвенники, язвенники, сектанты, белые вороны и так далее. А понятие трезвости, обозначающее естественное, здоровое и нормальное состояние человека, сегодня, можно сказать, опошлено, осмеяно и уведено от своей сути. Деформированное восприятие исходит из отсутствия четкого единого определения понятия трезвости. В толковых словарях чаще всего трезвость связывается с воздержанием, абстиненцией. Даже Всемирная организация здравоохранения дает определение трезвости как непрерывное воздержание от приема алкоголя и других психоактивных веществ. Часто в научных публикациях можно встретить обозначение трезвенников как абстинентов. То есть трезвость воспринимается большинством, в том числе и научным сообществом, как волевой отказ, подавление желания и влечение к потреблению алкоголя. Вообще в социологии и социальной превентологии выделяют 4 вида трезвости. Первый вид – это естественная или детская трезвость. Это трезвость детей, еще не пробовавших алкоголь, у которых не сформирована потребность в регулярном приеме алкоголя. Естественная трезвость детей обычно теряется в подростковом возрасте по мере влияния алкоголизованного окружения. То есть дети, они не знают, что такое алкоголь, они не знакомы с состоянием опьянения, и поэтому в этом они не нуждаются. Это мы называем детской трезвостью, естественной. Вынужденная трезвость – это отказ от алкоголя вследствие негативных последствий его потребления, лечения от алкоголизма, обострения хронических болезней, агрессивного поведения абстинента. Вынужденные трезвенники волевым условием подавляют в себе потребность в алкоголе. Но здесь очень высока потребность срыва, да, если человек вынужден, ввиду обстоятельств отказаться от алкоголя, но не понимает, почему это нужно, то очень велика вероятность срыва, да, прекращения этой трезвости. Третий вид трезвости – это религиозная трезвость. Она основывается на отказ от потребления алкоголя через
принятие религиозных запретов. То есть религия запрещает, например, Коран запрещает алкоголь. Там четко все написано, да. И мусульманин или другой верующий, который придерживается священного писания, да, в силу своих религиозных убеждений, отказывается от алкоголя. Потом идет, самое главное, да. Самое главное – это осознанная трезвость. Это трезвость взрослого человека, добровольный отказ от потребления психоактивных веществ на основе научных знаний. Научных знаний о вреде потребления алкоголя и других наркотиков, естественно, ответственного отношения к своему здоровью, благополучию семьи и окружающих. То есть человек осознает вред, и ответственно относится к благополучию своей семьи, своих детей, и осознавая вот эту свою ответственность и вред, сознательно отказывать. Это самый устойчивый, совершенный вид трезвости, да, когда человек хорошо информирован, убежден и придерживается этой трезвости. Вообще вот метод Геннадия Сючко заключается в формировании правильного отношения человека к 3 вещам. Это к самому алкоголю, пьющим людям и тем, кто производит, рекламирует и продает алкоголь. Про отношение к алкоголю лекторы достаточно до меня выступали. Не буду еще раз повторять, что любой алкоголь – это наркотик, который вызывает привыкание, зависимость, убивает человека. Это вам уже известно. Что касается зависимым людям, у нас получается так, что очень распространено осуждение пьющих людей, осуждение алкоголиков. Да, такие плохие люди не соблюдали умеренность, не умели пить и стали алкоголиками. Это отношение крайне неверное. Да? То есть к пьющим людям надо относиться как к жертвам. Людей обманули, втянули потребление алкоголя, поощряли в этом, да, и в том, что они получили алкогольную зависимость, из-за этого этой зависимости морально деградировали, да, физически морально деградировали, да, и они в этом не виноваты. Можно сказать, что продажа алкоголя всегда основана на лжи, на обмане людей. Этих людей обманули, и они стали жертвами. Насчет отношения к людям, которые производят, рекламируют, продают алкогольные отравами. Да. Алкоголь – это зло, однозначное зло. Алкоголики – жертвы, производители и продавцы алкоголя, если они производят зло, это те, кто творят зло, злодеи, да? А те, кто поддерживает их в продаже, это пособники зла. Такова очень простая психологическая формула метода Геннадия Сючко, который формирует у человека адекватную, верную позицию к отношению к 3 вещам: алкоголю, алкозависимым и производителям, продавцам алкоголя. Как мы понимаем, разрушительное действие алкоголя распространяется не только на отдельного человека и семью, но и на все общество. В истории можно найти множество примеров, когда при помощи спаивания, распространения наркотиков уничтожались целые народы и даже государства. А в геноциде индейцев в Северной Америке, да, мы это все знаем, там были убиты несколько миллионов коренных жителей континента, да, Северной Америки. Спаивание алкоголем индейцев, оно было одним из самых основных инструментов. Так, к нам сейчас у нас скоро придет рекламная пауза. Оставайтесь с нами. Встретимся после рекламной паузы.
Продолжаем нашу лекцию. Так, ну, таким образом, мы приводим пример, что вот колонисты, да, Северной Америки при помощи алкоголя уничтожали коренное население. А другой исторический пример, где наркотик применялся в качестве разрушения целой цивилизации, это Китай. Да, мы знаем, что в Китае в 19 веке, чтобы ослабить эту процветающую страну, Британская империя начала продавать китайцам опиум. Да? И видя, как опиум разрушает жизнь людей, китайские власти начали препятствовать этому злу. Они начали конфисковывать, уничтожать этот наркотик, но Британская империя не была с этим согласна, и начались опиумные войны. То есть Британская империя, она заставила, нанесла поражение Китаю в двух опиумных войнах, и в течение почти 200 лет она травила китайцев опиумом. Да? К чему это привело? Да? Вот. Китай понес колоссальные потери в экономике и демографии. Фактически страна распалась, началась гражданская война, междоусобица. Очень много людей в Китае стали опиумными наркоманами. Современники свидетельствуют, что начиная от простого китайского крестьянина, солдата, до крупных чиновников, они плотно сидели на опиуме. Да? Везде продавали без ограничений опиум, специально работали курильни опиума. И таким образом Китай из-за массовой наркомании деградировал и был отброшен назад в своем развитии. Деградация Китая была остановлена лишь после того, как после гражданской войны и после того, как в этой гражданской войне при помощи СССР фактически пришли к власти коммунисты и великий кормчий Мао Цзэдун. Да. Они, конечно, действовали очень жестко. За короткий период были расстреляны все, уничтожены. Да? Вот. Вся наркоторговля была уничтожена, расстреляны все наркоторговцы, некоторая часть наркоманов. И всем известно, что в Китае существуют очень жесткие законы, да, против наркотиков. Если человек попадается с наркотиком, то это чаще всего следует очень жесткое наказание, вплоть до смертной казни. И вот Китаю, да, к власти Мао Цзэдун и коммунисты пришли в 49-50 годах, и Китаю потребовалось 50 лет, чтобы обогнать в своем развитии передовые страны Запада. Да? Мы сейчас видим, как экономика бурно развивается в Китае. Это могло случиться, например, если бы не продавали, не уничтожали опиумом китайский народ, Китай мог бы стать великой державой еще 100 лет назад. Теперь вернемся к нашей истории. Ситуация с алкоголизацией за последние 60 лет, вообще, да, если провести исторические параллели, очень напоминает ситуации Китая времен опиумных войн. Только там, в Китае, основным разрушителем страны был опиум, а у нас водка и любой алкоголь. Как вы уже знаете, что алкоголь — это легальный наркотик. Так. Итак, продолжаем нашу передачу, наше занятие, посвященное к методу Геннадия Шичко. В эфире с вами социолог, ученый, кандидат социологических наук Юрий Жигусов. Итак, мы продолжаем нашу лекцию.
И мы остановились на истории алкоголизации нашей стране. Да. У нас были две очень крупные волны алкоголизации. Это волнами в статистике называется это резкое увеличение каких-то показателей. И в истории было две такие, да, катастрофические волны алкоголизации. Первая волна – это советская алкоголизация советских времен. Это началось примерно с середины 60-х годов и продолжалось до середины 80-х годов. Так, и вторая волна алкоголизации, она произошла после распада СССР, во времена радикальных реформ, уже в постсоветской России. 33 года назад у нас, если мы помним, распался единый Советский Союз. Это было достаточно такое трагическое событие. Последствия разрушения единого государства, там, они огромны. Да, все знают, что после распада СССР у нас произошли множество гражданских войн на окраинах бывших советских республиках, обнищание народа, распространение наркоторговли и вообще политическая нестабильность. Да. И в это время развитие социально-экономическое, демографическое развитие нашей страны, оно остановилось и пошла обратное движение. Началась деградация, нужно признать. И, наконец, самое кровавое последствие распада СССР – это война на Украине. Советский Союз, конечно, распался от назревших социальных, экономических и политических проблем, но в основе этих проблем лежит массовая алкоголизация населения. Многие утверждают, что причиной распада была антиалкогольная политика Михаила Горбачева, тогдашнего генсека. Из-за сухого закона все это ограничение алкоголя распался Советский Союз. Это, на мой взгляд, в корне неверное утверждение. Полусухой закон, вообще при Горбачеве не было никакого сухого закона. Это был полусухой закон. Алкоголь все равно продавался, да, хотя и лимитированно, по талонам. Конечно, полусухой закон Горбачева, он принес больше пользы, чем вреда. Надо это признать. Во время антиалкогольной кампании снизилась смертность, повысилась рождаемость, улучшилась производительность труда. По оценкам экспертов, за это время было спасено от преждевременной смерти 1 миллион человек. Это очень большое количество людей. У нас есть своя теория, версия. СССР распался от проблем, берущих свое начало от массовой алкоголизации. Массовая алкоголизация начинается в конце 50-х годов, когда Никита Сергеевич Хрущев, тогдашний лидер СССР, советское правительство, стремясь пополнить бюджет страны, начали наращивать производство алкоголя. И при помощи пропаганды, в основном через кино, вовлекать население Советского Союза в потребление алкоголя. То есть, каков был план, Тогдашнее население было малопьющим, было мало алкоголиков, надо было сделать так, чтобы много людей покупали, потребляли алкоголь. Разрушительную политику алкоголизации продолжил следующий генсек, это Леонид Ильич Брежнев, период правления которого вошел в историю как период застоя или застолья, как часто говорят, где массовое пьянство уже вошло в норму. Вовлечение широких масс народа в алкопотребление главным образом происходило через скрытую рекламу в кино. Можно заметить, что почти во всех советских фильмах, снятых
60-х, 70-х, 80-х годов присутствуют сцены с потреблением алкоголя, да, очень такие привлекательные, соблазнительные, где главные герои очень так привлекательно потребляют алкоголь. Вот, вообще вот обычай, да, пить на Новый год шампанское появилось после показа знаменитого фильма «Карнавальная ночь». До этого такого обычая никогда не было. И после вот показа «Карнавальной ночи» продажи шампанского, они резко выросли. Ну, последствия алкоголизации в советское время, да, вот тщательно скрывались, статистика была засекречена, демографический кризис в стране, так, конечно, берет свое начало с тех времен, да. Уже с середины 60-х годов растет смертность, преступность, падает рождаемость. И, казалось бы, вот, за это время шло увеличение благосостояния народа, но алкогольные проблемы все это нивелировали, да. Ну, вообще, вот что в итоге получил Советский Союз от спаивания своего населения? Ну, конечно, пьяные деньги ощутимо пополняли бюджет страны. Доход от продажи алкоголя в некоторые годы составлял от 25 до 30% бюджетных поступлений. Но это обернулось катастрофическими ухудшениями качества человеческого капитала, потенциала. Главной проблемой советской экономики было отставание в технологиях и качество производимых товаров народного потребления. Советские руководители, как бы сказать, не вылезавшие из банкета и в застолье, зачастую находились в благостном расслабленном состоянии, не стремились вносить новые технологии в производстве, улучшать качество услуг, товаров. Частная инициатива тонула в бюрократизме и формализме. Пьяные работники производили брак, крайне некачественные товары. Вот брак в это время, 70-е, 80-е годы, получил очень большое распространение. Вот даже новые разработанные вот товары, как машины, электроника, бытовые товары, часто оказывались хуже, чем это было раньше. Поэтому следует признать, что вот товары в 50-х, 60-х годах, советские товары, они были достаточно так хорошего качества. Да? Ну, из-за того, что алкоголизация затронула вот, большое количество работников, они стали вот, производить брак. И если вы посмотрите периодики тех времен, например, журнал «Крокодил», там вот эта проблема производства брака, она очень часто освещается. Ну, как правило, вот, как последствие алкоголизации вот, назревал духовный кризис, люди больше не верили в коммунизм, социализм, стали более подвержены враждебной пропаганде и манипуляциям сознанием. Также у нас, если взять нашу республику, также вот мы жили в единой стране, и у нас также высокими темпами шла алкоголизация населения. Ну, раньше, если посмотреть, у нас случаи пьянства, алкоголизма были, как до середины 60-х годов, были очень редким явлением. Да? Вот. Женщины вообще там не курили, не пили. Это было очень так из вон выходящее. А пить массово Якутии стали вот, потреблять алкоголь в повседневности, да, начали с конца 50-х и начала 60-х годов. Все, кто застал эти времена, вот, помнят такое разливное грузинское вино из деревянных бочек. Там вино было там легкое, сладкое, пилось легко, пьянило и веселило. И постепенно праздники с алкоголем и банальные пьянки, они вошли в повседневную жизнь якутян. Так. Ну, случалось так, что вино даже наливали совсем маленьким детям, потому что население
еще не было информировано, и они не знали, чем это обернется в будущем. Вот массовое потребление алкоголя вошло в быт. Да? Массовое пьянство времен застоя привели к социальным бедам. Да? Вот тогда постепенно люди втягивались в это дело, становились пьяницами, совершали преступления, раньше умирали. Да. От пьяных отцов часто страдали жены и дети, и средний якутский мужчина постепенно слабел и терял свой авторитет в семье. Чтобы восполнить мужскую деградацию, женщины все более активно занимали влиятельные позиции в обществе. И часто приходится слышать, что современный мужчина стал слабым, инфантильным, безответственным, и все решение всех проблем водружает на плечи женщин. Признаемся, что такая проблема существует, и это мы рассматриваем как последствие многолетней алкоголизации мужчин, где результатом является ослабление, утеря мужчинами своих позиций в обществе. Также нужно отметить, что в период советской алкоголизации очень много мужчин Якутии оказались в местах лишения свободы. Те, кто жил в это время, помнят, что советские законы, уголовные законы были очень строгими, и даже незначительные по нынешним меркам проступки карались реальным заключением. Можно было попасть в заключение, допустим, за обычную драку, за разбитое окно. И из-за такой распространения потребления алкоголя, алкоголизации и строгих законов, они сыграли очень такую деструктивную роль. Очень много людей, очень много молодых мужчин, они попали в места лишения свободы. Пополнили тогдашняя молодежь, она пополнила ряды криминалитета, и вы, как знаете, места заключения не делает человека лучше. Чтобы представить масштабы алкоголизации, приведем следующие статистические цифры. Якутская АССР в 1963 году было зарегистрировано 224 алкоголика. Всего лишь 224. Да? Можете представить. А через 22 года, в 1985 году, эта цифра достигла рекордов. 25 926 человек. Почти 26 тысяч человек. То есть количество больных алкоголизмом за 22 года, за это время увеличилось 115 раз. А в этих условиях назревшего кризиса, вызванной алкоголизацией населения, Горбачевская антиалкогольная кампания, она уже была очень запоздавшей мерой. Конечно, очень много людей были зависимы. Да, алкогольные обычаи, они плотно вошли как культуру, да, традиции, праздники. И когда резко ограничили алкоголь, это, конечно, вызвало недовольство многих людей, да, привыкших потреблять алкоголь. Конечно, антиалкогольная пропаганда велась, но она велась достаточно некачественно, преобладал формальный подход, и, честно говоря, она была неэффективной. И следующая, самая разрушительная волна алкоголизации наступила сразу после краха СССР. В 1992 году была отменена государственная монополия на производство, продажу алкоголя, и у нас в страну буквально залили дешевым алкоголем. Доступность алкоголя временная, ценовая, она стала очень доступной. Да, не было никаких. Те, кто застал эти времена, помнят, да, буквально
по проспекту Ленина там была закрыта, и там прямо с кузовов автомобиля ящиками уже торговали спиртом, водкой. И вот эта свобода продажи алкоголя, вызвала такое разрушительные последствия. Да. Вообще, вот если посмотреть статистики тех времен, в это время 500 000 человек трудоспособного возраста, они погибали от алкоголя. Да, в большинстве случаев погибали от алкоголя. Убыль населения была колоссальная. С 1994 года начинается так называемый «Русский крест». То есть количество умерших превышало количество рождений. Да, рождений. То есть страна шла в минус, и это сокращение населения, оно продолжается до сих пор. И иные года у нас сокращение населения достигало почти до 1 миллиона. И если посмотреть недавние там цифры, то у нас сокращение где-то идет порядка 600-700 тысяч каждый год. У нас такое идет сокращение, ежегодное сокращение населения, мы до сих пор не вышли из этого минуса. Некоторые считают, что надо заместить население мигрантами. Да, вот такая у нас политика пошла. У нас буквально за это время, во время второй волны алкоголизации, буквально выкосила трудовые ресурсы. Да, в основном пострадали так называемые трудяги, которые работали руками. Их спаивание алкоголизации, она коснулась их очень большими темпами. Да. И поэтому 2000-х годов у нас наметилась нехватка рабочих мест, и поэтому у нас идет привлечение мигрантов, так, чтобы заместить мужчин, в основном трудоспособного возраста, которые преждевременно ушли из жизни. И таким образом мы рассмотрели такие проблемы, и мы с вами прощаемся. Надеюсь, мы встретимся еще раз на нашем эфире. Спасибо за внимание.